Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Сердар Бердымухамедов утвердил правила санитарной охраны территории Туркменистана. Опубликован порядок приема на учебу в вузы и профшколы Туркменистана в 2023 году. Выставка туркменского скульптора Бабасары Анамурадова и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление, утвердив правила санитарной охраны территории Туркменистана. Документ регламентирует меры по предупреждению и ликвидации инфекционных и паразитарных болезней, а также по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и территории Туркменистана. Ирак рассматривает вопрос приобретения газа из Туркменистана. Возможности поставки туркменского и катарского газа в Ирак были рассмотрены на заседании правительства Ирака под председательством премьер-министра Мохаммада Шиа Аль-Судани. Туркменистан является одним из крупнейших производителей и экспортеров природного газа в мире. Опубликован порядок приема на учебу в вузы и профшколы Туркменистана в этом году. Абитуриенты могут ознакомиться с требованиями, сроками и условиями поступления в высшие и средние профессиональные учебные заведения Туркменистана на сайте turkmenportal.com. В Ашхабаде прошла встреча глав МИД Туркменистана и Таджикистана. Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также актуальные региональные и международные вопросы. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал ряд документов, касающихся кадровых изменений в дипломатической службе. Были освобождены от должностей посол Туркменистана в Грузии, посол Туркменистана в Узбекистане, консул Туркменистана в Германии, а также назначен новый посол Туркменистана в Таджикистане. В Москве открылась персональная выставка туркменского скульптора Бабасары Анамурадова. Выставка называется «Бабасары Анамурадов. Скульптура. Графика» и представляет более 50 работ автора, выполненных из разных материалов. Выставка продлится до 15 августа. В Японии вышел в прокат последний аниме-фильм Хаяо Миядзаки, который рассказывает о приключениях девочки, попавшей в мир духов. В Ереване отметили 150-летие Сергея Рахманинова, организовав концерт и выставку, посвященные жизни и творчеству великого композитора. В Китае деятельность искусственного интеллекта будет контролироваться государством, которое разработало специальный законопроект, регулирующий использование искусственного интеллекта в разных сферах. Бастующие киноактеры сорвали съемки «Дэдпула 3», требуя повышения гонорара и улучшение условий работы. Туркменский футбольный клуб «Алтын-Асыр» прибыл на сборы в Болгарию, где будет готовиться к возобновлению чемпионата Туркменистана и групповому этапу Кубка АФК. Сборы включат несколько контрольных матчей с местными командами. Рефери ФИФА по футзалу Тимур Рамазанов и руководитель судейского корпуса Федерации футбола Туркменистана Вадим Баратов приняли участие в элитном судейском семинаре Азиатской футбольной конфедерации. Семинар был организован для повышения квалификации, обмена опытом судей по футзалу из разных стран Азии. Туркменские раллисты завоевали 2 медали на ралли «Шелковый путь-2023», которое проходило с 6 по 15 июля в 13 регионах России. Экипаж братьев Тойлыевых на автомобиле агентства «Туркменавто» Улаглары занял 2-е место, а экипаж Максат Мурата Донатарова – 3-е место в общем зачете ралли. Также туркменские гонщики показали хорошие результаты в отдельных этапах гонки. 2 медали завоевали туркменские шахматистки на стартовавшем чемпионате Азии среди школьников в Ташкенте. В соревнованиях участвуют 330 спортсменов из 17 стран азиатского и австралийского континентов, которые оспаривают награды первенства в рапиде, классической версии игры и блице в разных возрастных категориях. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.